Хочу представиться сразу. Зовут меня Асламбек Абдурзаков, я помощник председателя. Асламбек как? Абдурзаков. Абдурзаков. Да, помощник председателя Международного комитета защиты прав человека. Ага. Здесь наши сотрудники и непосредственно сотрудники, которые, вот если вы слышали, до начала боевого действия мы начали уже действие Всемирного марша мира. И группе пришлось вернуться из-за боевого действия на территорию Чечни. Но в результате чего нам удалось за последнее время снять материалы, стать свидетелями жесточайшего уничтожения. Поэтому сегодня было важно, несмотря на все трудности и перехода границы, мне довольно сложно это все говорить. Ну вот эти ребята практически вот сейчас, Хамзат Гиплаев, сотрудник комитета, Алсабеков Саид Хасан, Тасуев Маулид, Базуркаев Адлан и Сисиева Дашубика. Это все наши сотрудники. И я еще раз повторяю, это не полный спектр тех людей, которые сегодня с риском для жизни собирают эти крошечные материалы. У меня еще вопрос, вы все из Грозного? Нет, это, здесь представлены разные районы. Вот, пожалуйста, вот, Гиплаев Хамзат, сам житель Самашки, Ачур-Маталовского района. Может быть, вы сейчас скажите что-то о событиях в Самашке, вот в кратких словах там. Кратких словах, события Самашки у нас находится там. Все остальные остались там. Боевиков нету, там террористов тоже нету. Одни старики, дети, женщины. Бомбят с града урагана. С дальним бомбом бьют они. Расстояние 5 километров, они не допускают никого. Даже переговоры даже не хотят согласиться с представителями там, председателя сельсоветами, там, старейшими советами. Ну что они делают? Уничтожение. Одна цель. А сколько человек примерно погибли в Самашке? Вот у нас написано, я привез данные Самашки. Вот мы только можем сейчас. У меня потом еще вопрос, это потом чистка тоже была? Русские потом вошли или нет? Нет, они не входят. Они не ходят. Они входят не пока, да? Нет, они пробивают практически 5-километровую зону впереди себя и проходят вперед. Только так. Там не встречают ни сопротивления боевиков, никого, потому что они недосягаемы благодаря дальнобойной артиллерии. Авиации, которая постоянно работает по населенным пунктам, непосредственно жилым кварталам. В Самашке сколько там примерно жертвы были? Да? Примерно вот это. За один день первого обстрела там погибло 23 человека. 23 человека это только данные тех, кто в момент обстрела погибли. Но есть раненые, которым не может быть оказана медицинская помощь ввиду отсутствия вообще помещений, безопасных помещений, и отсутствия элементарных медикаментов. Потому что это совершенно уму непостижимо, даже вопреки всем законам международного права, закрыты коридоры для поступления медикаментов, продуктов питания. Это с большим риском через горы, через тропинки люди проходят частным образом. За счет этого пока еще что-то держится. А пища еще есть там где-то? Ну да, вот то, что эти запасы и какие-то вот такие рисковые люди переходят через границу. Вот таким образом. Других вариантов нет.